Эфир нашего телеканала продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня в 16 часов в точке кипения в Якутске пройдет мероприятие для стартапов и предпринимателей. Мероприятие организовано в рамках проекта экспедиции «Инновационная Россия», который пройдет во многих городах страны от Владивостока до Калининграда. Основатели инновационных проектов узнают, как привлечь внимание венчурных фондов, где взять первые деньги на свой проект и какими мерами поддержки сейчас можно воспользоваться. Об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Это Сергей Богданов, основатель Yellow Rockets, управляющий партнер венчурного фонда Yellow Rockets, сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий Vox Angelis. Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте. Да, Иван, здравствуйте. Ну, для начала расскажите о компании Yellow Rockets, чем этот венчурный фонд занимается. Мы являемся одним из самых, наверное, активных игроков в России на венчурном рынке. Мы делаем большое количество так называемых акселерационных программ, когда стартап, приходя на наши программы, имеет возможность быстро вырасти, привлечь инвестиции, начать сотрудничать с корпорациями. По прошлому году мы были лидерами среди частных игроков этого рынка. То есть впереди только Государственный институт развития, такие как Сколково, Фонд развития интернет-инициатив. Соответственно, наш фонд инвестирует именно на ранних стадиях. Мы инвестируем на самых ранних стадиях, когда только все начинается, когда начинаются только первые продажи, нужны деньги на масштабирование. И инвестируем мы до 20 миллионов рублей в один проект. Ну, это здорово, на самом деле. Кстати говоря, одна из сделок нашего фонда прошлого года была признана недавно премией AngelsDeck сделкой года на венчурном рынке России. У нас был вход по оценке $5 миллионов одной из компаний нашего портфеля, и сейчас она за год выросла до $100 миллионов, то есть в 20 раз. Так что вот такие результаты есть, да. Поздравляю. Чуть подробнее расскажите, пожалуйста, о проекте «Экспедиция. Инновационная Россия». О чем? Да, но на самом деле в разных регионах мы едем сейчас, действительно, как вы правильно сказали, от Владивостока до Калининграда, спрашивают, а как родилась идея. На самом деле, да, немножко так, наверное, странная история. У меня просто есть секретный такой блокнотик, где я записываю цели на жизнь, и одна из целей была это проехать просто на машине от Владивостока до Калининграда. Вот. И, в общем, своему хорошему другу Алексею Маликову из венчурного фонда ND Capital рассказал эту идею, говорит, слушай, ну в следующем году 40 лет исполняется, у меня до 40 лет это надо было сделать. Вот пора, так сказать, ехать. Он говорит, слушай, ну а может быть вместе поедем, и заодно не просто проедем, а будем в каждом регионе встречаться с предпринимателями, с инвесторами и совместим, так сказать, приятное с полезным. Ну, в общем, мы так и сделали, и когда мы пошли эту идею, начали рассказывать различные другим компаниям, институтам развития в том числе, ну, не было ни одной, скажем так, организации, которая осталась бы равнодушной к этой идее, и нас действительно коммуникационно поддерживают и Сколково, и Фонд развития интернет-инициатив, и Агентство стратегических инициатив, ну, очень много-много организаций. Если зайти на сайт экспедиции, там действительно можно увидеть весь иконостас нашей инновационной экосистемы России. И основная ключевая идея в том, что мы действительно едем через всю Россию, мы едем один регион за другим, и, как говорится, все познается в сравнении. Мы действительно рассчитываем на то, что так как мы смотрим и видим, какие есть лучшие практики, какие есть точки роста в регионах, мы действительно на выходе из этой экспедиции дадим такую сводную информацию, в том числе в агентство стратегических инициатив, и мы рассчитываем то, что почему экспедиция, такие находки, да, тоже будут, то, что такие вот находки действительно лягут в основу новых программ инновационного развития в целом России, потому что очевидно, что есть какие-то общие, да, там вопросы в регионах, которые необходимо усиливать и решать. Может быть, наоборот, есть лучшие практики, которые мы можем, например, взять, отсюда, например, да, из Якутии, сказать, ребята, вот делайте как в Якутии вот этот вот момент, да, и, скорее всего, у вас получится достичь быстрых побед. Вот. Ну и, конечно, мы, как фонд, закрываем свои цели, мы общаемся с инвесторами, с этими инвесторами инвестируем в компании технологические. Ну и второй, конечно, мы сами стартапы тоже ищем для того, чтобы в них проинвестировать. Ну, как раз-таки о находках. Расскажите, пожалуйста, о том, в каких городах вы уже успели побывать, какое впечатление осталось у вас о регионах, которые вы посетили, и вот опять же, есть ли что-то, что вас уже удивило? Ну, на самом деле мы хотели от Владивостока ехать, когда пришли в агентство стратегических инициатив, они нас поправили, говорят, слушайте, ну у нас же Россия начинается не с Приморского края, есть еще восточные регионы. В общем, мы сначала на самолете полетели на Сахалин, там провели пару дней, потом в Владивосток. И практически в каждом регионе есть какие-то свои особенности, есть что-то, чему можно учиться. Например, вот на Сахалине мне понравилось то, что коллеги там выстраивают технологические вертикали вокруг тех отраслей, куда они сейчас действительно такие развивают экосистему вокруг которых, то есть в том числе с привлечением крупнейших корпораций. Ну, вот на Сахалине, например, это все, что касается водородной тематики, там Росатом очень много всего сейчас делает, и все, что касается, соответственно, моря. То есть они сейчас действительно сфокусировались на том, что они привлекают стартапы, технологические компании именно вот под эти ниши со всей России,
говорят, что, ребята, вот у нас все для вас создано, пожалуйста, давайте вот здесь такой будет мощный хаб в этих вот отраслях, будем развивать. В Владивостоке, ну, я думаю, что все знают, Дальневосточный федеральный университет, ну, просто какой-то мега-кампус, ну, прям действительно мирового уровня, очень круто. Они, ну, как мне показалось, захантили очень много народу там со всей России, из Москвы в том числе, то есть видно, что действительно очень сильная команда работает, и, ну, я считаю, что это такой хороший фундамент для того, чтобы развивался регион. Хабаровск, мы говорили о том, что сейчас действительно рядышком Китай, и у коллег сейчас одна из идей делать так, чтобы IT-компании, которые сейчас работают в Хабаровске, больше работали именно вот на юго-восточный рынок, соответственно, тоже вот на такое сотрудничество налаживать. Ну, там, я про каждый регион могу так рассказывать, но в целом мне что нравится, когда ты едешь так вот от одного региона до другого, действительно, в каждом регионе есть какие-то, ну, какие-то ключевые компетенции, какие-то вот, ну, особенности, да, на что можно опираться. И, как правило, ну, понятно, что местные региональные правительства, ну, смотрят, да, какое их место в этой общей экосистеме и, соответственно, работают над тем, чтобы это использовать. Ну да, действительно, в каждом регионе свои стартапы, свои какие-то особенности, но тем не менее не всем удается, скажем так, ну, получить дальнейшее развитие. Как, на ваш взгляд, стартапу из региона добиться все-таки успеха? Ну, на самом деле, отличный вопрос, спасибо большое. Мне кажется, то, что сейчас границы стерлись. Вот если буквально там, вот вы бы тот же самый вопрос задали мне год назад, вот когда только-только начинался локдаун, да, действительно, это очень тяжело было раньше, потому что, ну, считалось как, что, ну, если ты хочешь выйти на глобальный рынок, привлечь инвестиции, например, там, действительно, от каких-то глобальных венчурных фондов, ну, как же, тебе нужно там поехать, переговорить, там, вот это правило 50 миль, что инвестор не инвестирует, если там стартап дальше, там, чем 50 миль находится, да, от тебя физически. Сейчас все это изменилось, вот новый, действительно, тот самый дивный мир, да, благодаря, или там, ну, действительно так сложилось, да, то, что вот, мир очень сильно поменялся. Мы в прошлом году закрыли 5 сделок, и все 5 сделок были закрыты вот просто через Zoom, через конференц-связь, то есть мы физически не встречались. И, конечно, это открывает огромное количество возможностей сейчас для предпринимателей из регионов, когда можно, не уезжая никуда в настоящий момент, да, то есть действительно общаться уже и с клиентами за рубежом, и, самое главное, с инвесторами, с партнерами за рубежом, также по конференц-связи. Понятно, что, скорее всего, когда-то основатель должен будет ехать туда, где у него самые большие рынки, где самые там, важные переговоры, и это правильно. Но я считаю, то, что как раз наше конкурентное преимущество, то, что вот вся R&D команда, которая занимается разработкой, наоборот, должна оставаться в регионе, в России, потому что это просто дешево. Но очевидно, как только ты, например, там, пересекаешь океан, да, ты начинаешь конкурировать с какими-то огромными гигантами, понимаешь, что у тебя просто людей всех ну, моментально растащит. То есть это действительно, я считаю, то, что ну, такая ключевое преимущество сейчас, одно из ключевых преимуществ, то, что у нас есть сильные, амбициозные, талантливые кадры, которые, ну, в том числе разработчики, которые могут делать продукты на высочайшем мировом уровне, а с другой стороны у нас вот стерто за границей по работе с глобальными рынками и удаленно. Давайте поговорим немножко о печальном, может быть, опыте. Как инвестор, были ли случаи, когда проект стартап вроде бы и сделан красиво, и презентован здорово, вы инвестировали, но он, увы, к сожалению, не стрельнул. И есть ли, может быть, какой-то универсальный рецепт для инвестора, как вот таких ошибок избежать? К сожалению, такого универсального рецепта нет, иначе бы тогда все уже венчурные фонды, все сделки были бы у них успешны, но, как показывает практика, в любом случае практически у каждого венчурного фонда, я думаю, даже у каждого, всегда есть, к сожалению, списание, то есть когда мы инвестируем в компанию, компания не дорастает до той стадии, которая хотелось бы, просто заканчиваются деньги, не выходит на точку безубыточности, новых инвесторов найти не удается, и мы, соответственно, ее списываем. У нас в портфеле такие компании тоже есть, к сожалению, я думаю, что еще и будут, то есть, ну, это действительно закладывается в саму модель венчурных фондов, то есть мы инвестируем в компании, которые даже теоретически, да, должны вырасти как минимум в 10 раз и больше, то есть если меньше, это просто не наша история, это, так скажем, какие-то более такие консервативные классические инвестиции, у нас модель как раз именно высокодоходные инвестиции. Очевидно, что высокая доходность равна рискам, и что если мы хотим много денег заработать, очевидно, что мы рискуем, и мы закладываем это в наши риски, мы понимаем, что да, там мы в 10 компаний проинвестируем, 3 из них мы, например, спишем, да, это вот, ну, к сожалению, не получится что-то у коллег по разным причинам. 3 будут, например, ну, какими-то, там, они не умрут, но там, соответственно, тоже их не удастся продать и будет что-то с ними так себе, да. 3, например, будут хорошо расти, мы их там продадим с какой-то доходностью, и вот одна будет суперзвезда, которая там будет, там, не знаю, 20, 50, там, 100х, которые и все неудачи окупят, и, соответственно, даст возможность заработать и нам, как управляющей компании фонда, и инвесторам нашего фонда. Такая механика. Ну а если не секрет, на каких условиях все-таки вы финансируете стартапы и
каком виде потом к вам возвращаются ваши деньги? Ну, То это, есть конечно, акции какие-то у вас появляются от стартапа или еще что-то? ну, конечно, да, это не секрет. Инвестиции – это покупка доли в компании. То есть мы инвестируем деньги в компании, забираем часть доли. Ну, причем в венчурных инвестициях есть определенные правила. То есть это не так, как, например, вот в каком-то классическом бизнесе, когда, там, например, основатель, там, грубо говоря, открывает там, какую-нибудь парикмахерскую, да, и, в принципе, это нормально, если придет инвестор, скажет: давай я тебе даю деньги, ты мне 51% акций, да, на то, что ты вроде как только временем рискуешь, а я тут как бы деньгами, да, то в венчурном бизнесе так не работает. Все-таки считается, что на каждом раунде, ну, там максимум по 20% необходимо отдавать, больше нельзя, потому что иначе следующий раунд уже привлечь будет очень сложно, потому что, ну, как раз венчурные инвестиции все равно система нескольких раундов инвестирования. То есть сначала вот на предпосевной стадии, когда вот мы заходим, когда только все начинается, там первые продажи, надо проверять какие-то базовые гипотезы, потом дальше уже есть сходящаяся бизнес-модель, то есть понятно, что действительно на это можно заработать деньги, и необходимы уже деньги на масштабирование на первые, мы тоже докладываемся. Ну и, соответственно, дальше уже там следующие фонды более поздней стадии, вплоть там уже там до pre-IPO, да. И если ты забираешь сразу большую долю, это, ну, по сути, является таким красным флажком для инвесторов следующих стадий, потому что, когда они приходят к основателю, он говорит: слушай, у меня тут осталось 20%, а 80% уже у инвесторов, то есть очевидно, что, ну, как бы мотивация уже низкая у основателя, все равно бизнес делает предприниматель. Поэтому здесь вот есть такая особенность, что да, мы забираем долю, но мы забираем долю всегда очень маленькую. Как правило, мы в компаниях, вот наш фонд берет там 2, 3, там 5%, вот такие вот доли, то есть это 20%, я говорю, в целом по раунду, то есть это максимум, то есть обычно это вот такие очень небольшие доли. И чем еще отличаются венчурные инвестиции от, так скажем, от классических инвестиций, то, что это такие умные деньги. То есть это не просто, что вот мы дали деньги, да, там, ну все, ребята, там работайте, как бы встретимся через 5 лет, да, расскажете, как это у вас получилось. То есть мы очень сильно помогаем. Мы помогаем своим нетворкам. Мы, ну вот вы уже говорили, да, то, что мы делаем, например, саммит инвесторов ранних стадий международный. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы у нас были контакты по всему миру. То есть если, например, компания хочет выйти на рынок Европы, у нас там есть все контакты, которые помогут открыть двери в корпорации, в какие-то, возможно, там государственные органы, просто там помочь с рынками, помочь с менторами на этом рынке, куда стартап выходит. И, конечно, это очень важно для стартапа, что это не просто деньги, это вот именно контакты, связи, компетенции. И, ну, в том числе вот конкретно наш фонд, мы навсегда помогаем стартапу привлечь следующий раунд. Ну, то есть это мы считаем нашей ответственностью, что вот мы зашли в компанию на ранней стадии, мы должны сделать так, чтобы компания привлекла уже более большой раунд от следующих инвесторов, и уже их задача будет тащить еще до следующего раунда. Ну, то есть и вот такая вот как бы эстафетная палочка, и вот как раз вот система финансирования стартапа. Вы упомянули о том, что стартапы, на которые вы обращаете внимание, это уже какие-то действующие в самом начале пути, но уже работающий, скажем так, бизнес, да? А есть ли теоретическая вероятность того, что вам понравится идея, которая существует пока только на бумаге, и вот действительно не хватает каких-то прям даже базовых стартовых возможностей, чтобы что-то хотя бы воплотить на начальном этапе? Такое осуществимо? Ну, то, что понравится идея, да, это возможно, но то, что мы профинансируем, нет, невозможно. Ну, то есть есть такое правило, что за идею денег все-таки не дают, да, то есть идей очень много, и любая самая гениальная идея рождается, вот прям поверьте, там в сотнях голов, так сказать, по всему миру, да, и выигрывает тот, не кто придумал идею, а тот, кто быстрее ее реализовал. И поэтому, когда к нам приходит команда, допустим, с идеей, мы говорим: да, ребят, классная идея, давайте мы вам поможем там каким-нибудь контактам, что-то посоветуем, но давайте уже там бегите или там посоветуем какой-нибудь акселератор, да, пройти. Ну и, соответственно, конечно, мы смотрим, когда уже ребята что-то сделали. И, ну, есть такое понятие на этом рынке, как минимальный жизнеспособный продукт, то есть что-то, что можно уже продавать, на чем можно тестировать какие-то свои там гипотезы, что это нужно рынку, да, то есть и, ну, нужно не просто там идею, да, рассказывать, а, ну, что-то уже, какой-то прототип, там, грубо говоря, да, там продукт, который можно каким-то образом представлять клиентам и самое главное, уже получать за него деньги. Вот когда есть что-то, что можно продать, понятно, что это там не законченный продукт, понятно, что там еще куча, там, может быть, на костылях что-то работает, вот на этой стадии мы уже заходим, но уже должно быть вот это что-то, что можно продавать. Что ж, Сергей, я благодарю вас за эту интересную беседу. Желаю вам ярких впечатлений в вашем путешествии в рамках экспедиции. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях был Сергей Богданов, основатель Yellow Rockets, управляющий партнер венчурного фонда Yellow Rockets и сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий Vox Angeles. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.